Менің жашоомо ошкон салымы үчүн мен өтө ыраазымын. Ал үйдө ата катары өтө жакшы тарбия берди. А эмеси боюнча, менин өз оюмча ол скромный был. Там многие написали в социальных сетях, там каждый третий комментарий говорил про его скромность. И он не был таким человеком, который всегда так был. Потому что есть люди, которые болеют звездной болезнью и как-то хотят показать свой статус. Он не был таким. Он мог просто машину дома оставить и сам ездить в общественном транспорте. И он был очень принципиальным. По-любому были какие-то свои принципы, которые он соблюдал. И был очень религиозным человеком. Он часто читал Коран, пятикратно читал намаз и читал хадисы. Белгилүү композитор, аткаруучу Бакыт Капаров 55 жашында инсульттан каза тапты. Анын чыгармачылыгы жашоосундагы оор сыноолору тууралуу ырчынын уулу Боломан Капаров эскерди. Ал «Кактус» редакциясына атасынын өмүрүнүн акыркы мүнөттөрү тууралуу буларга токтолду. У нас у кыргызов есть хорошая пословица: «Бешиктеги баланын бек болорун ким билет». И у отца была такая история, которая непосредственно связана с этой пословицей. Когда он учился в 3 классе, он начал свою творческую жизнь довольно в раннем возрасте, это было примерно в 3 классе. И он так хотел себе аккордеон, получается, но не то, что в то время, но и в наше время. Аккордеон — это довольно дорогой музыкальный инструмент. И, соответственно, родители ему отказали покупать ему аккордеон. Он тогда дома объявил голодовку, не стал в школу ходить. И еле-еле как-то сумел своих родителей уговорить, чтобы они купили ему аккордеон. Ему купили аккордеон, но он в 3 классе написал свою первую композицию, свою первую песню и начал все это спать в школе. Многие оценили его талант, многие были рады, многие начали его за это уважать. Но это тоже не очень так долго длилось, пока ему какой-то агай, который работал в школе, им отпинал аккордеон. Отпинал так, то, что она больше не была рабочей. И тот агай, который им отпинал аккордеон, он даже себе представить не мог, то, что тот ребенок, которому он отпинал аккордеон, может стать одним из величайших композиторов истории Кыргызстана. И официально у Бакыта Капарова на счету 73 произведения, 73 песни, и более 10 из них хранятся в золотом фонде. И там многие артисты сказали, то, что у него такие-то произведения были, но никто даже слова не сказал, то, что он является автором гимна Всемирных игр кочевников. И он никогда не гонялся за государственными наградами, как другие артисты. Потому что есть такие артисты, которые хоть что-то делают, потом вот начинают: да, я вот такой, и дайте им награду. У вас такого не было. Он принципиально не хотел вот умолять у Министерства культуры какую-то награду. Он всегда говорил то, что они сам дадут все награды. Бул окуя тууралуу жалпы кыргыз элине маалым болуш керек. Бул окуя 2004-жылдын 6-августунда болгон. 12 жыл болуп баратат. Али кече дайын жок. Бакыт Капаровдун кесиптеш саналаштары анын жашоосу оор болгонун айтышат. Тагыраагы музыкант мындан 20 жыл мурда дайынсыз жоголгон Исмамбек жана Иманбек аттуу уулдарын издөө, аларды күтүү менен жашап келген дешет. Капаровдун уулу бир тууган агаларынын дайынсыз жоголушу боюнча ата-энесинен уккандарын 20 жылдан берки издеиштери боюнча буларды айтты. Атамдын айтуусу боюнча они не пропали, их украли. И папа даже часто говорил то, что он знает даже, кто это, но явных доказательств к этому не было. И до пропажи детей, ну так скажем, и были такие паранормальные признаки тоже были. Потому что папа часто рассказывал то, что несколько дней до этого они начали ночью просыпаться из кошмарных снов и всегда говорили одну фразу: они пришли за мной. И папа у них спрашивал: а кто пришел? Они говорили: плохие люди. И папа всегда говорил то, что это было запланировано, все четко запланированное, замысел был. Не только детективы были, но и волонтеры были. Они искали, и к нам поступали разные информации, то, что где-то в Казахстане нашли труп, и там нашли труп, в России нашли труп, в Узбекистане нашли труп. И получается, папа по всем этим местам, регионам ходил, делал ДНК-тесты, но все было безрезультатно. Старший был, он Нуркиным был. Он в 8 лет учился вроде в 5 классе. Информацию знаю, и про младшего тоже знаю, то, что он бесстрашный был, они тоже были, как и отец, ближе к искусству. Надежда была только у отца.
Он до конца верил, то, что они живы, то, что они по-любому какой-то день идут. А насчет знакомых, я не знаю, какие у них надежды были на это, но если говорить про нашу семью, у нас всегда была надежда. Таулат деген. И после смерти отца такой был резонанс в социальных сетях, все начали об этом говорить. И сейчас тоже большая надежда есть, сейчас вот резонанс был, может сейчас снова начнется вот это, и найдутся они. Маектешибиз атасынын эмгеги татыктуу бааланбаганына да нааразы. Ал Бакыт Капаров көзү тирүүсүндө барталып сыйлык алганга татыктуу болчу деп эсептейт. Боломон Капаров атасынын эмгектерин айтып, Маданият министрлигине кайрылды. И насчет этого, насчет его творчества, у меня есть большие претензии к Министерству культуры. Я могу с уверенностью сказать, что даже в Кыргызстане Министерство культуры просто не существует. Если судить субъективно, он заслуживал все возможные высшие награды. Но в реальности он ничего не получил. Там даже хотя бы могли бы грамоту дать, ну, чтобы он хотя бы улыбнулся за свою деятельность. Он посвятил больше половины своей жизни к этому, но не получил никакой награды. Ну, ладно, с Илангамис это вот более глобальная тема, это награда, но ему даже не смогли позволить просто пригласительную на игры кочевников. Ну, это обидно, конечно, то, что не оценили его труд при жизни. И неоспоримо он является одним из величайших композиторов в истории Кыргызстана и является лучшим и величайшим мелодистом в истории Кыргызстана. Это неоспоримо. Если там, наверное, и по сей день есть люди, у которых и до сих пор есть и личная неприязнь к Бакыту Капарову. Но если там кто-то хочет, если кто-то этим не согласен, можем сделать зеркальную проверку и просто выяснить, у кого что лучше.